Хахус. Сегодня у нас забавная и поучительная история о том, как люди, изучающие языки, обращаются за помощью к носителям. И я сама не исключение. Однажды я попросила своего супруга помочь мне при написании сочинения на турецком. И что вы думаете? После проверки учителем в моей тетради было больше красных пометок, чем синих. А теперь несколько забавных случаев, произошедших с моими учениками. Случай первый. Девушка, не черкешенка, столкнулась с тем, что ее муж и заловка убеждали ее в том, что в черкесском языке нет никаких местоимений. И вот уже совсем свежий случай. Ученик спросил у своих друзей, как будет большой дом. Унешхуа или Унаин? Друзья уверенно ответили, что Унешхуа, а такой вариант, как Унаин, они даже не слышали. Давайте разберем эту ситуацию. Нельзя однозначно утверждать, что один вариант верный, а другой неверный. Оба варианта используются в речи, и разница лишь в частоте употребления. Для того, чтобы прояснить ситуацию, я провела корпусное исследование, в результате чего я нашла 18 предложений с использованием варианта Унаин, и 211 примеров с использованием унешхуа. Мораль истории. Даже носители языка иногда могут ошибаться. Всегда важно проверять информацию и обращаться к различным источникам. А у вас были подобные случаи при изучении языка? Делитесь в комментариях.